Шахматы – это самый интеллектуальный спорт. Интересно, кто здесь самый настоящий стратег и великий мыслитель? Ребятам дают возможность сразиться даже в неравном бою. В главной артерии башкирской столицы проходит весенний шахматный турнир. Проводится он в необычном формате. Здесь могут поучаствовать друг против друга ребята совершенно разного уровня подготовки. Всему глава его величества случай. Несправедливо, скажете вы, но нет, нужно учиться достойно проигрывать и не бояться ставить высокие планки собственного результата. Расскажи про эти соревнования. Это шахматные соревнования. В них очень интересно играть. Я играл с мальчиком, возраст старше меня, а рейтинг такой же, как у меня. За столами нет ни одного свободного места. Ведь попробовать себя в интеллектуальном поединке с сильным соперником – это большая удача и вызов самому себе. Ведь, как известно, чем более опытный спортсмен, тем большое количество ходов он может просчитать наперед. Но, как известно, внезапность – это хорошая тактика. Интересно, а какие тактические решения есть и у этих ребят? Какая у тебя была тактика? Нельзя давать сразу в начале партии белопольного белого слона, захватывать центр, выводить фигуры сразу, делать рокировку. Есть ли разница, какими фигурами играть, черными или белыми? Белые, во-первых, первые ходят. Я знаю за белых дебют, за черных не знаю, вот. Шахматы очень хорошо развивают память. Если вы плохо учите стихи по литературе или вечно забываете помыть посуду и заправить кровать, то вам точно нужно записаться в шахматный клуб. Самый неспортивный вид спорта – шахматы привлекает внимание своим огромным интеллектуальным потенциалом. Считается, что в этой древней игре могут состязаться только сверхумы из числа избранных. На самом деле все не так. Шахматы доступны, а главное – полезны и увлекательны для всех. Независимо от уровня аналитических и стратегических способностей, большинство выдающихся гроссмейстеров мира начинали играть в шахматы именно в детском возрасте, примерно в 4-6 лет. Термины «шах» и «мат» появились от персидского выражения «шах-мат» – «король мертв». Теперь вы знаете, как переводится название этой легендарной игры. Марк Родионов, Рамазан Мусин, специально для горы новостей.